В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске о строительстве столичного храма, о городском бассейне и другие вопросы заседания собрания Сухума. Сохранение культурного наследия. Первое собрание Общества охраны памятников истории и культуры. Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия разработало план мероприятий, посвященных празднованию Дня государственного флага Республики Абхазия, который отмечается 23 июля. В воскресенье в полдень в Музее боевой славы имени Ардзинба откроется экспозиция истории абхазского флага. В 4 часа вечера в сквере Абхазского государственного музея состоится открытие экспозиции «Хроника абхазского флага». А в 6 вечера в Абхазской государственной филармонии пройдет праздничный концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов республики и звезд абхазской эстрады. Во время концерта состоится прямое включение телемост Сухум-Черкесск-Турция. День государственного флага Республики Абхазия также будут отмечать в Братской республике КЧР и в абхазской диаспоре в Турции. Праздничный концерт и телемост будут транслироваться в прямом эфире абхазского телевидения. Строительство храма в новом районе столицы, восстановление бассейна и кадровое назначение сегодня обсуждали депутаты Сухумского городского собрания на очередном заседании. В работе собрания приняли участие заместители главы администрации Сухума Леон Кварча, представитель городской прокуратуры и главы подведомственных управлений. Какое решение приняли столичные депутаты, расскажет Нисфа Аршба. Повестка дня заседания была на редкость короткой. 2 вопроса. Разрешение на строительство православного храма в новом районе Сухума и принятие отчета Управления социального обеспечения составили основную ее часть. В графе «Разное» предлагалось обсудить тему восстановления единственного столичного бассейна и решить кадровый вопрос. О строительстве православного храма в новом районе речь зашла после обращения жителей к депутатам. Было представлено 30 листов с подписями людей, желающих видеть в новом районе церковь. Не все закон прописывает то, что нужно, не все в законе пропишет, чего состоит жизнь, и не все бывает верно, и только вот такие прецеденты дают основания вносить поправки и менять закон. Не все, что сказано в законе, все это истинно и добро. Бывает так. Комиссия, изначально включившая в повестку сегодняшней работы собрания тему строительства церкви на территории сквера в новом районе, от своего намерения временно отказалась. По мнению депутата Инапшба, данный вопрос изучен недостаточно и необходимо его доработать. Мы с этим вопросом еще не успели ознакомиться, то есть мы еще не разобрались, то есть пару вопросов у нас возникли. Я прошу отложить этот вопрос ненадолго, потому что мы еще здесь адрес еще неверно указан. Все же депутаты посчитали необходимым высказаться по теме. Противников строительства православного храма нет, но это необходимо сделать, не нарушая закон, отмечали они. А мнение прокуратуры однозначное. Такое решение не только создаст прецедент, но и нарушит земельный кодекс, так как на землях общего пользования возводить капитальные строения запрещено. Никто не против его поднять в этом месте, но соблюдая предусмотренную законом процедуру. Статья 15 Земельного кодекса, статья 15 Закона об управлении в административных практиках не дает Сухумскому городскому собранию таких полномочий. Состав земли меняется в соответствии со статьей 4 Земельного кодекса Республики Абхазия по представлению правительства Республики Абхазия голосованием депутатов Народного собрания. Земельный кодекс, господа, запрещает строить на землях общего пользования объекты капитального характера. Депутаты, однако, придерживаются иного мнения, которое разделяет и правовой отдел администрации столицы. Планы и схемы городской планировки меняются по согласованию с местными органами государственного управления. Никакого отношения к данному вопросу Кабинет министров, парламент страны не имеет. Кабинет министров меняет только те категории, которые указаны в статье номер 4 Земельного кодекса. Более никаких. Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства столичной администрации также уверено, что, приняв решение о строительстве храма, городское собрание не нарушит закон. У нас есть понятие категории земли и состав земель. Категория входит в состав земли. То есть это земли населенных пунктов городской застройки, которые относятся к землям общего пользования, то есть парки, скверы.
И в данном случае есть статья 15 об административно-территориальных единицах, где написано, что городское собрание вправе утверждать план-схемы и планировку города. Поэтому мы как бы к вам обратились, что в ваши полномочия это входит, и в принципе это не какой-то там развлекательный центр, а такое благое дело. Далее депутаты обсудили вопрос о судьбе единственного в Сухуме бассейна. Несколько лет назад было принято решение о его восстановлении владельцем ресторана «Дэм». Однако, по словам главы столичного собрания, множество факторов помешали ему это сделать. Этот объект, городской бассейн, отдан нашему боевому другу, нашему старшему брату, как сказать, у него большой объект с условием, что он там строит коммерческий объект, а будет сделан бассейн для горожан. Но, насколько мне известно, я тоже это видел ситуацию, там проделаны большие работы, там на несколько миллионов, сделаны выравнивающие слои, там с грунтом были проблемы, но мы, как видим, этот наш человек не справляется. Глава собрания обратился к руководству администрации Сухума с просьбой оказать помощь и поддержку предпринимателю. Мы хотели обратиться в администрацию города, я не знаю, к правительству, чтобы оказали ему содействие в восстановлении этого бассейна. Ждать, что сам человек сможет и заработает средства и потом вложит в бассейн, это, наверное, очень долго мы видим. А мы все в городе, все у нас дети, мы сами хотим пользоваться городским бассейном. Это бассейн был такого серьезного уровня, там и вода подогревалась, и морская вода закачивалась. Вот мы хотели бы пересмотреть вот эти отношения. Возможно, там, если какое-то примете решение, что нужно оказать содействие, да, чтобы его восстановить там владельцу. Ну, если нужно решение собрания поддержка, мы всегда вам окажем. Отчет управления соцобеспечения депутаты решили заслушать на следующем заседании. А вот с решением кадрового вопроса решили не затягивать. Место главы комиссии по бюджету, налогам и сборам, освободившееся после избрания Лаши Ашуба депутатом Народного собрания, единогласным решением столичных депутатов занял Астамур Кутарба. Низ Фаршба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба поздравил Бако Саакяна с избранием на пост президента Нагорно-Карабахской республики. Выражаю глубокое убеждение в том, что дружеские отношения между народами Абхазии и Нагорного Карабаха будут и впредь активно развиваться и укрепляться, отметил Рауль Хаджимба. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о военном комиссаре Республики Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Согласно указу, полковник Нукзар Тужба освобожден от должности военного комиссара и уволен с военной службы по состоянию здоровья. Военным комиссаром Республики Абхазия назначен генерал-майор Андрей Бобуа. В Музее боевой славы состоялось первое собрание Общества охраны памятников истории и культуры с участием членов правительства, деятелей науки, культуры и искусства. Участники рассказали о целях и задачах созданной организации, а также обратились к руководству страны с просьбой обратить внимание на бедственное положение памятников истории и культуры. Подробности в материале Ренаты Шакая. Сохранение культурного наследия в наши дни становится важнейшим фактором государственной политики и основой для консолидации всего общества, как отметил председатель организации Константин Тужба. Именно в этой связи создано Республиканское общество охраны памятников истории и культуры. На первом общем собрании обозначены приоритетные направления. Мы намерены осуществлять общественный контроль за охраной и сохранением и использованием объектов культурного наследия. Самое главное, мы будем координировать и поддерживать соответствующие гражданские инициативы по сохранению культурного объекта. Уже начали и продолжим работу по популяризации историко-культурного наследия. Значит, несмотря на предпринимаемые государством меры, приходится с болью в сердце констатировать, что заброшены и разрушаются памятники и другие исторические объекты историко-культурного наследия. В государственном списке объектов культурного наследия, утвержденном указом главы государства, значится 1535 объектов. В настоящее время Департамент охраны историко-культурного наследия Минкульта проводит их инвентаризацию. Специалисты не исключают, что реестр пополнится еще несколькими сотнями объектов. Нам дали министерство целевую государственную программу, рассчитанную на 3 года. Сумма не безумная, около 16, почти 16 миллионов.
на 3 года по инвентаризации, собственно, списка, который мы приняли, чем мы сейчас и занимаемся. Это вот, я считаю, это, можно сказать, историческая веха в истории нашего государства, когда впервые государство заявило о том, что она несет ответственность за свое культурное наследие, защитив и придав правовое поле для защиты. Председатель организации Константин Тужба рассказал о первых проектах. В целях патриотического воспитания молодежи и детей уже были организованы бесплатные экскурсии по памятникам архитектуры города Сухум. Маршруты организованы совместно с Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия. Их около 7, и проводит их сам Константин Тужба. Мы будем способствовать вовлечению памятников в культурно-познавательный туризм. Для этих целей мы организовали бесплатные экскурсии для детей по материалам книги Анзора Агумова «Старый Сухум». Это учебные заведения Абхазии с конца XIX века, значимые культовые сооружения нашей столицы и другие маршруты. На этих экскурсиях уже побывало свыше 400 даже детей. И вот сегодня у нас 5 часов экскурсии, и вчера было. На сегодня нет ни одного места, записывается только на следующий четверг. В целом общественность очень болезненно воспринимает нынешнее состояние объектов архитектуры. У людей болит душа за город и за республику, отметил Константин Тужба. По мнению председателя организации, объекты культурного наследия Абхазии должны стать локомотивом экономики страны. Первое собрание Общества охраны памятников истории и культуры завершилось утверждением постоянно действующего в течение года совета в количестве 25 человек. В их числе видные деятели науки, культуры, искусства, архитекторы и общественные деятели. Рената Шакай, Беслан Шхинджери, Абхазское телевидение. Торгово-промышленная палата совместно с благотворительным фондом «Парк Свободы» начали работы по укладке тротуарной плитки и бордюров в Парке Свободы. Благотворительная акция направлена на восстановление и благоустройство парковой зоны. 2 года назад Торгово-промышленная палата Абхазии взяла на себя инициативу по восстановлению Парка Свободы и приданию ему достойного вида к 25-летию Победы. Тогда при ТПП был создан благотворительный фонд «Парк Свободы» для осуществления намеченной цели. Первым этапом работы стала уборка всей территории парка, а затем приступили к укладке плитки и бордюров. Формирование доходной части бюджета фонда «Парк Свободы» осуществляется за счет благотворительных пожертвований юридических и физических лиц. Сотрудники фонда уложили в 2 центральных аллеях Парка Свободы 900 квадратных метров плитки, 420 бордюров, установили декоративные прожектора, заменили плафоны и лампы освещения. Сейчас вдоль улицы Ардзенба они начали кладку 750 квадратных метров плитки и бордюров. Но работы могут остановиться. Есть опасения, что имеющихся денежных средств не хватит для укладки плитки на участке по всей территории парка. Организаторы акции надеются на помощь неравнодушных жителей республики, чтобы к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии Парк Свободы выглядел бы достойно. Аля Катрапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. 23 июля, в День государственного флага Республики Абхазия, состоится благотворительный забег «Бежим со смыслом». В связи с этим администрация столицы сообщает, что 2 дня в субботу и воскресенье с 7:30 до 14 часов будет перекрыт проезд к площади имени Багапша, а также часть пешеходной зоны, на которой будет проходить забег. Кроме того, в воскресенье 23 июля в это же время будет перекрыт проезд автотранспорта к кафе «Пингвин» и ресторану «Дэм». А в 8 вечера в воскресенье администрация Сухума приглашает жителей и гостей столицы на концерт у драматического театра, в котором примут участие ансамбль «Каданс» и праздничный оркестр из Калуги. И о погоде. По сообщению синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается пасмурная погода, местами дождь, температура воздуха ночью плюс 19-23, днем плюс 28-31 градус, температура морской воды плюс 25 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.